Сейчас проходит акция у Государственной налоговой службы «Требуй чек, выиграй приз». Мы узнали у людей, насколько они часто требуют чеки у продавцов. В нашем социальном опросе мы узнали, требуют ли граждане чек при покупке товаров из магазинов. У нас вопрос сейчас, просто опрос проводим сейчас. Налоговая служба чеки требует же, когда у продавцов покупаете же, получается. Да. Я хотел узнать, просто узнаем у населения, требует или нет. Вы требуете ККМ чеки? Не всегда. Не всегда? А вообще это как от чего зависит? От заведения или от чего? Ну, просто, наверное, нет в этом необходимости, наверное, но никогда не требовали. Да? Ну, сейчас, видите, сейчас же как бы надо требовать чек, потому что, во-первых, это вы тем самым делаете определенный вклад в налоговую систему нашу кыргызскую. И, соответственно, сейчас, знаете, лотерея идет до 30 декабря. Если вы чеки требуете, копите чеки, соответственно, можете участвовать в лотерее и выиграть большие призы. Там квартиру ту же самую, к примеру. Мен алам деп те албайм деп те айтпайм, потому что мен андай чектермен эчтеке мындай не пользуюсь да, аны колдонбойм. Уккансыз азыркы учурда эмелер сатуучулар сураш керек да негизи ККМ чек бериңиз депчи, анткени бул тоже салык биздин Кыргызстан налоговый служба жүргүзгөн мыйзам боюнчачы. То есть сиз мындай сураш керексиз. Анда керек да. Эми сиз сураганга аракет кыласызбы? Өздөрү эле беришет, бербесе сурайын, аракет кылайын. Анан азыркы учурда билесиз лотерея жүргүзүлдү. 30 декабрга чейин эгерде ККМ чектер алып туруп топтосоңуз, ушул лотереяга сиз катышсаңыз болот. Лотереяда квартира, машина, ар кайсы канча чогултуш керек ага? Без разницы, хоть 10 чакта, хоть бирдей утсаңыздар болот. То есть жок, мисалы үчүн бир билет алыш үчүн канча чек керек суммасы? Жок. Же сумма жокпу? 1000 сомгочу, 1000 сомго. 1000 сомго бир билет, э? Допустим, сиз аласыз, бияктан 200 сомго, тияктан 200 сомго алып туруп, 1000 сомго топтойсуз. Чогултуп бересиз. По новому закону требует чек надо сейчас у всех продавцов, соответственно. Вообще вы как гражданин страны требуете чеки? Я изначально требовала чеки, всегда так было, потому что у меня брат работает в налоговой, и он говорил, ККМ чеки это пенсии, пособия и так далее. Поэтому я постоянно требую чек, и до этого в этой акции я тоже участвовала. В принципе, хорошо, что сейчас такое внимание уделяют этому. Ага. А вы сейчас в лотерее участвуете в акции? Да. Ага. То есть, что вы можете сказать всем гражданам, которые вот не требуют чеки? Не, ну я считаю, что граждане должны требовать чеки, потому что если у них есть бабушки, дедушки, если у них есть студенты и так далее и тому подобное, потому что налоги – это основная часть, как бы, получается, сборов страны, это наш бюджет, поэтому ККМ чек – это как бы требование времени, это обязательно. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего дня. Смотрите, сейчас знаете новый закон, что надо требовать чек у всех продавцов, получается. Вы вообще требуете чеки у продавцов? Да, требую. Почему вы так решили? Ну, это правильно, это порядок, так и надо. И еще вопрос, вы участвуете в акции, вот, которая будет? Да, участвуем. Участвуете, да? Да. Все, спасибо большое, удачи вам в акции. Налоговая служба сделала ККМ чек, чтобы требовали у продавцов. Да. По поводу этого спрашиваем вообще, насколько народ вообще спрашивает, требует ли чеки. Вот вы сами, как гражданин, требуете чеки у продавцов? Ну, конечно, требуем чеки. То есть видно, конечно, вот и по новостям говорят, что стало, то есть экономика в плане бюджета страны, пополнение больше стало. Ну и во многих местах уже видно, что просят чеки. Раньше как-то не обязательное было явлением, а сейчас уже везде требуют чеки. И еще вопрос, вы участвуете в акции, которая вот до 30 декабря будет там, требует чек и выиграй приз? Нет, я не участвую, но супруга вроде заполняла там, а что-то не получается у нее с заполнением. И многие жалуются, скорее, что-то сама процедура там не получается зарегистрироваться, и у многих это не получается. Вот. Кстати, это очень сильно стимулирует людей по требованию чека. То есть вот эти лотерейные розыгрыши, конечно, стимулируют. Чек спрашиваете вообще? Да. Да? А вообще, сейчас знаете, да, такой закон, что требует чек, получается? Ну, как, да, я знаю, да, если людям. Поэтому как вообще вы относитесь к этому? Положительно. Ему надо, да. А вы сами участвуете в лотерее, вот требует чек? И выиграй приз. Требует чек, выиграй приз. Участвуете в лотерее? Нет, не участвую. Нет? Вам нужно тоже участвовать? Это для вас тоже стимул будет собирать чеки. Хорошо. Все, спасибо. Вы на магазиндерден? Бүт магазинден сурайсыз, а эмнеге сураш керек, не деп ойлойсуз? Эмнеге сураш керек? Эми бул акча кассага түшсүн да бюджетке жетсин. Анан чек калса ким билет аны эмне болот эми? Анын до этих до мелочей мы не добираемся, орусча түшүндүрүп берейинчи. Но все-таки чек надо взять обязательно. Для того, чтобы было и в кассе,
и на складе, и у нас в бюджете, и у нас в кармане все было в порядке. Мен чекти алып атам, салык чекке да кошуп алгам. Азыр билетим Кудайга шүгүр 170 болду. Бирок үмүт бар, кайсы күнү эмнени утабыз. Анан мен жашаган райондо Миаса номер 1 деген бир магазин бар да. Кайсы районда, Ошо, кайсы? ну, Чуйкова, правда Бакамбаевда. Правда Бакамбаев. Чек бербей атат да, мен көп жолу сурасам, чек жок, чек бербейт. Иштебей калды деп эле берет. Анын артында да бир магазин бар, ал берет. Бир сүт алсам да берет, бир нан алсам да берет да. Бет магазин бербейт экен да, Миаса номер. Бир магазин берет, бирөө бербейт. Миаса номер 1 Ал деген депутаттык, аны эч ким эчтеке кыла албайт. Жолдун жээгинде турат экен. Элдин баарына конкуренция ал. Аны вообще алыш керек негизичи. Анан ушу чек бербей атат, деңкейет, эч кимди утатпайт, керсейип жооп беришет да. Правда Бакамбаевда Миаса номер 1 деген магазин. Ооба, азыр эле барсаң табасың, фастфудтун аркасында.